Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы находимся в ресторане «Версаль», и сюда мы пригласили участницу программы «Лучше всех» на Первом канале Марию Хушкину и ее маму Татьяну. Машенька, расскажи нам, пожалуйста, как тебе на Первом канале? Сначала я волновалась, конечно, что у меня не получится, но потом я собралась, и у меня все получилось. Угу. Как тебе Максим Галкин? Он очень крутой, прикалывается. Когда я ему сказала город Мальмё, он мне так сказал: я знаю, Йоханнебайск. Во время разговора с Максимом Галкиным ты несколько раз засмеялась. Да. Прям громко и заливисто. А чего тебе было так смешно? Потому что он называл какие-то города, в общем, которые даже и не существуют в мире. А ты знаешь все города мира? Сколько у тебя их? 420 городов я знаю. И расскажи, пожалуйста, как проходили съемки? Сначала там нужно пройти кастинг и заполнить анкету. Потом, через несколько месяцев это должны решить, и уже в какой-то момент решат, вы на кастинг прошли или не прошли. А сколько времени ты ждала? Я ждала очень долго, и я думала, что там будет очень интересно и очень смешно. Да? Молодец. Да. Маш, скажи, пожалуйста, как тебе в голову пришла идея участвовать в программе «Лучше всех»? Когда я один раз смотрела Первый канал и увидела эту передачу, я подумала туда попасть. И сказала маме: «Мама, давай туда пойдем с городами». Потом мы туда подали анкету и пошли на кастинг. Мама, наверное, расскажет. Всерьез ли, Татьяна, вы приняли ее решение-то? Восприняли как? Честно, всерьез. Я спросила, говорю: хорошо, ты решила, а с чем-то поедем? С городами. Потому что мы начали играть города с прошлого года, с лета прошлого года. А сначала были слова. Как слова раньше в детстве мы играли, затем потихоньку туда включались города. А потом остались только города. Вот. И тут она решила. Решение, конечно, было принято, что мы поедем. Но все дело заключается в том, что нужно отправить анкету, а туда нужно загрузить профессиональную съемку. То есть то, что мы привыкли на телефон снимать, там на наши обычные камеры маленькие, не загружается. То есть там все серьезно. Мы пригласили оператора, отсняли, в общем, нашел подход к ребенку, все сделал классно. Вот мы загрузили, отправили. Вы знаете, честно, немножко забыли. Неделю-две только ждали, не больше. Потому что, знаешь, что люди месяцами ждут и не попадают. То есть и на кастинг попасть нереально, если номер, не очень. Вот, неделю-две ждали, нас пригласили. Сколько девочек знает городов на букву А, допустим, да? Я говорю: вы знаете, я даже не считала, потому что, как-то не нужно-то было, просто играли и все. Посчитайте, сколько городов на букву А, на букву Б, на букву В, то есть это весь алфавит. Теперь, ладно, хорошо, подготовимся. Назначен был день кастинга, 22 мая. Мы договорились, что мы приедем такое-то время назначенное, и начали мы тут, честно, готовиться. Шутку, но где-то 420 городов мы набрали. Больше часть, конечно, были города российские, но и несложные города из-за рубежа. Приехали на кастинг, в Останкино мы были на кастинге. То есть вы посмотрели сам центр Останкино, туда тоже просто так не пройти, это все пропуска. То есть нас завели в комнату костюмерную, детей забирают отдельно, с ними там разговаривают, то есть туда нас не пускают. И она буквально выходит минут через 10, а детей там минут по 20, по 30 держат. Где-то пытаются их разговорить. Минут через 10 выходит, может 7-10 минут. Я говорю: Маша, а что случилось? Почему так скоро ты выскочила? Чуть не прошла, не получилось? Нас, конечно, все обступили. Люди приезжают с многих городов, из конца Владивостока, с другой стороны ГЦ есть, из зарубежья есть. Вот, нас все обступили и начали расспрашивать, что, как, что. Я тоже спрашиваю, как, что так быстро. Я это рассказала о себе, а потом с дядей начали играть города. Мы приготовили блокнот, в котором она сама своей рукой писала все города. Вот на букву А я подсчитывала, на букву Б я подсчитывала, сколько она городов написала. Вот. И дядя блокнот забрал, и начали мы с ним играть. Я говорю: хорошо, говорю, и на какой букве остановились? Он сказал: Маша, ты выиграла,
У меня, говорит, ну, молодец. А какая буква-то? Буква Р. Я была удивлена, конечно. Я говорю, а ты, говорю, когда на букву И сказала? Сказала. А на И сказала? Сказала. Ну ладно, я так удивилась. Ну, уехали. Вы прошли. день. Да, честно, вот вы прошли, приезжайте, мы вас ждем. Города, вы знаете. А в какой стране, нужно знать, еще город находится? Вот тут, конечно, у нас началось. Честно, ребенок нас не видел лето. Одно дело еще в школе, там нужно, говорится, читать, ну, сдают, да, это нормально. А тут мы начали учить уже страны. Тут нужна помощь тоже интернет, потому что знаем, где город находится, там, допустим, Баден-Баден. Где он находится? Германия, Австрия, вот тут Европа. Начали уже уточнять. То есть, где находятся города. Поэтому тут Максим говорил, говорит, город Йолетен, это находится в Туркмении. То есть, Да. учили, честно, это уже учили, признаюсь. То есть, говорит, вот такие дети гениальные. Нет, это все трудом достигается. Где-то, может быть, через слезы, через капризы, всякое. Это дети, тоже и отдыхать хочется. Лето на дворе, там бегают, а тут ты учишь, сидишь. Вот странам это уже учили серьезно. Вот. И какое первое впечатление было, когда вам сказали, все, вы прошли? Вы знаете, Что почувствовала мама в первую очередь? конечно, и восхищение, и удивление, и чуть ли не слезы текут. Ну, гордость, конечно, пройти на Первый канал, потому что я знаю, там были дети, которые вместе с нами приезжали, но их на съемках мы не видели. Номера, скажем, скромные, но классные. 11 этаж у нас был и номер 1108. А вид какой был из окошка? Вид очень красивый, все было видно. И вечером на Останкинской башне огни горели, очень было красиво. Ты, наверное, впервые в этом месте, да? Да, очень. Я, честно, Москвы вообще не видела. Я первый раз только там была. А ты в первый раз в Москве была в этот день Да. как раз, да? Надоело быть маленькими, миленькими. Надоело быть маленькими, миленькими. Надоело быть маленькими, миленькими. Надоело быть маленькими. Здравствуйте, Мария! Привет. Откуда же вы такая красавица к нам приехали? Из Чувашии, Из Чувашии, а из какого города? из Канаша. Это большой железнодорожный узел. Как там Зинаида Викторовна из буфета железнодорожного поживает? Маш, ты как чувствуешь? Ты уже взрослая? Я думала, что я ребенок. Ага, то есть детство еще не прошло, Нет. да? Чем ты нас будешь сегодня удивлять? Городами. Городами? Да, И что, ты прям круто играешь, да? всегда выиграю. Что ты видела, Машенька, расскажешь? Первый день после съемки я была в зоопарке, а во второй день я была в цирке Никулина. Ну и какие у тебя впечатления от этого? В зоопарке я видела амурских тигров, я видела обезьянок, видела. А в цирке Никулина что ты видела? Что тебе больше всего понравилось? В цирке Никулина один номер, там мужчина был в такой капсуле, и его заполнили водой. И он так продержался целых 6 минут. Ничего себе. А ты бы смогла? Нет. Ты не смогла бы. Ну ты потренируешься, лучше всех будешь участвовать, так ведь? Ты же молодец. Да. Умница. Татьяна, у меня, наверное, к вам вопрос теперь будет. Как проходили сами съемки? Нам очень интересно. Снимались мы самый последний в этот наш съемочный день. Это почти, скажем, уже 10-й час ночи шел. То есть нас всех рассадили. Вот те места, где мы сидим, родители, они сменные места. То есть мы пересаживаемся. Вот. Начались съемки. Вот что вы видите в кадре, это буквально с первых дублей снято. Потому что я уже наслышана, что вот, и там руку подними так, посмейся так. Нет, ничего этого не было. Все это снималось буквально одним дублем. Просто съемочная камера остановила Максима на том, что хотели сделать монитор сзади. Вот как вот Максим отвечает, сзади города печатаются на мониторе. Ой, не на мониторе, на экране. То, что Мария отвечает, тоже печатаются города и выкладывается на экран сзади их. Но Максим это, скажем, раскритиковал, потому что это время занимало, всем, конечно, уже домой хотелось. Вот. И сказал, на публику обратился к публике, сказал: вы, говорит, воспринимаете нас на слух, то, что мы играем вот так.
Да, публика ответила, что да, нормально, давайте вот не будем заморачиваться, оставим как есть, то есть на слуху. Все. И вот на этом сняли, буквально на самом деле первым дублем. Они решили немножко поиграть. Собрали чемоданы, то есть выкатили чемоданы, тут кучу вещей высыпали. И Максим спрашивает Машу, ну что, говорит, куда мы, говорит, поедем, чемодан собираем? Ты свой чемодан собираешь, я свой собираю. Ну, Маша отвечает, что мы, говорит, поедем в Геленджик. Правильно, говорит, зачем, говорит, нам берег турецкий, мы поедем в Россию. Вот. И затем начали собирать чемоданы. Там далось им где-то полминуты на эту сборку. Затем чемоданы распаковываются и не смотрят, кто что собрал. Тут, конечно, началась хохма. Максим достает у Маши меховую пелеринку. Это, говорит, зачем, говорит, на югах? Ну, говорит, холодно же, говорит, может, лето какое было? Холодно, говорит, может быть. Затем, что там еще достал? Ну, купальник, понятно. Достает банку тушенки. А это тебе, говорит, зачем? Ну, я же, говорит, 2 дня, говорит, еду, говорит, в Геленджик. Я, говорит, проголодаюсь. Затем, пока Маша собирала, он подбросил бутафорию поросенка. Зал, конечно, засмеялся, а это, походу, не видела, что подброшено ей было. Затем, а это что такое, ты куда со свиньей собралась? А это, говорит, ты, говорит, мне подбросил, говорит. Как сказал, подложил, говорит, да, я тебе свинью, говорит, подложил. Тоже посмеялись. А затем начали перебирать Максима чемодан. Он там накидал себе женские халатики. Маша ему говорит, а ты зачем, говорит, положил себе девчачий халат? Ну, я там, говорит, кому-то там подарю, говорит. Затем, что тут, на рукавнике. Один рукавник у нее, другой у него. Ну, тоже так посмеялись они, конечно, пошутили над чемоданами. Съемки прошли быстро, затем стоп-камера, и мы начали расходиться. Уже зрительный зал начал расходиться. Я встречаю ребенка, девочка, Маша вышла за кулисы, я встречаю тут ребенка, я тут обнимаю, поздравляю. Оказывается, снимает камера. Тут вот наши, так сказать, поздравления. Затем нас камера провожала до места, где нас брали интервью. Тоже, как тебе нравится, как прошло, как впечатление. Тоже были заданы вопросы мне. Почему вы решили, какие таланты у вас и вашего ребенка, нужно ли это поддерживать. То есть я считаю, конечно, нужно поддерживать. Но 420 городов иметь в памяти, Да. помнить, знать еще страны, где они находятся, но это не каждому дано. Олесь, вы знаете, я вам сейчас скажу немножко фишку. А эту фишку немножко я Машу научила. Я говорю, смотри, говорю, если Максим тебе задаст город, ответит, где он будет заканчиваться на букву М, он сказал город ей Роттердам. Ответь ему город Мальме. На букву Ё. Да, на букву М, чтобы заканчивался на Ё. Потому что ни Москва, ни Муром, ни Мурманск, то есть не простые, а именно Мальме. Я в этом городе сама была, мне довелось быть в этом шведском городе. Это, в тот год проходило Евровидение, и мы где-то через месяц поехали в этот город. Вот. И она говорит, хорошо. То есть букву на Ё, на букву Ё, ну, вряд ли люди знают, нужно поискать, подумать, и ты поможешь ему. Затем, говорю, он назовет тебе город Керчь, если назовет. Честно, это тоже я не знала, что получится, но так вот тоже он назвал город Керчь. Назови Чебоксары, то есть на букву «ы». Там набережные Челны, на букву «ы». Алма-Аты, на букву «ы». Тут на Алма-Аты не получилось, может, даже я немножко сама позабыл тут с волнения. Вот. То есть лови Максима на этих буквах. На «и», на «ы», на «ё». Будет прикольно. Сказали вести хитро и говорить города, на которые он даже не знает. Слов, да, ведь города, которые он не знает, да? У тебя получилось. Ты его поймала на этом, так ведь, Машенька? Да. Я честно тебе признаюсь, я городов много знаю, тоже увлекался географией, поэтому поддаваться тебе не буду. Хорошо? Посмотрим. Посмотрим. А кто начинает? Ты. Да? Да. Варшава. Акапулько. Оттава. Амстердам. Мурманск. Кустанай. Йоханнесбург. Гамбург. Ганновер. Радужный. Йошкар-Ола. Йошкар-Ола. Абакан. Нюрнберг. Геленджик. Ох ты какая. Керчь.
На мягкий знак. Чебоксары. Ты сколько знаешь городов на «ы»? 5 городов, то их много. Их много еще скажи. Ну, я сдаюсь, я не знаю городов на «ы». Спарта. Это где такой город? Спарта. В Турции. В Турции, да? Да. О, а ты специально коллекционируешь эти города на сложные буквы, да? Чтобы бабушку с дедушкой мочить. Да. Ладно, поблажка, я не такой умный, как ты. Спарта, Алушта. Астана, Армавир. Роттердам. Мальмё. Мальмё? Да. Это на «ю»? Да, на ё. Ты мне все меньше нравишься, Мария. А, я знаю, Йохана Бабайск. Есть такой город Йолотен в Туркмении. Маша, а с чего все начиналось? Когда мы с мамой играли в города, мама говорила такие города, которые я даже букв не знаю. И мама мне говорила: Маша, бери атлас мира и ищи те города. И ты взяла? Да. 6 лет атлас мира? Да. Ты умница. А скажи мне, пожалуйста, а во сколько лет ты буковки-то выучила? Букву во Даже сколько не ты помню. выучила? Буквы мы знали, да, годика 3-4 мы знали буковки. Читать начала свобода с 5 лет. С 5 лет. Молодец. Ну вот это и помогло ей запомнить, Читать, наверное, научили буквы. читать. Любишь На са- читать? Очень Маша, ты любишь читать? Да. Ага. А что тебе нравится? Любимый автор есть у тебя? Кого ты любишь? Из классиков, наверное, кого-то читаешь, да? Я обычно беру лучшие сказки мира. А, нравятся сказки тебе, да? Да. А любимый персонаж есть у тебя? Персонаж любимый. Да. Это Буратино. Буратино? Серьезно? Да. А я подумала Мальвина. Ты сегодня похожа на нее немножко. Ага. Маша, ты рассказывала Максиму Галкину о том, что ты играла в города с бабушкой, с дедушкой, так ведь? Да. Так и есть? Да. Расскажи-ка нам, как это было? Ну, сначала съемки Максим сказал: а сколько ты знаешь городов всего? Я сказала ему 420 городов. Он так сказал: откуда столько городов? Тебе что, в детстве впеленали в карту? И ты что на это ответила? Засмеялась. Да. Так ведь? Ага. А бабушка с дедушкой много городов знает? Мама много городов знает? Мама знает очень много городов, а бабушка с дедушкой не очень. Не Ну, очень? деда тоже знает, дед тоже много городов знает. Мы бывает даже четвером садимся играем, то есть по очереди. Я говорю: так, Маша, на букву «ы». Мы забыли, помогай. То есть, ну, такие города. Маша у нас помогающая, помогает, значит. да, да. Пришла ты в школу, ну и что? Какие ощущения? Расскажи нам. Все сказали: а как там все мои второклассники говорили: а как там было, а как туда попасть, а тебе понравилось? И что ты отвечала всем? Я отвечала: там Максим Галкин очень крутой и прикольный. Да. Ну тебе он очень понравился, я прям вижу по тебе очень. Маша, звездная болезнь не развилась у тебя? Нет? Нет. Ну тебя же все узнают, в городе узнают, на улице узнают, во дворе, наверное, все уже узнают, да? Да, Ну это замечаешь ты? замечаю. Что тебе говорят? Вот чужие люди абсолютно подходили к тебе, было такое? Иногда я вот сижу на качеле, и ко мне подходят девочки и мальчики и спрашивают: девочка, это тебя показывали на лучше всех? Я им так говорю: да, меня показывали там. Они так меня спрашивают: ты молодец, а сколько ты городов знаешь? Ну, насколько известно, конечно, не знаю, не могу сказать. Ко мне тоже подходить, даже в газелях едешь, люди смотрят на тебя. Может быть, пытаются узнать, я, не я. Знакомы, конечно, все, отреагировали вообще здорово, классно. Спасибо всем за поддержку, за комментарии, за звонки. Очень много просмотров Очень видео, я много. смотрела. Да, просмотров было, на самом деле, 4,5 тысяч просмотров было. У нас сам больше, честно. Вот. Ну, не ожидал, конечно, такой свалится. А чем занимается Маша в свободное время?
от учебы? В свободное время мы Куда ходим? музыкальную школу при школе. Есть интерес, хоровая студия. Если вот сказать, что на фортепиано при школе, у нас есть музыкальная школа при первой школе. И с октября мы в художественную студию. В школе, я вот Маша рассказала, как мальчик к ней подходит. Расскажи, как Ага. более старшие классы мальчики. Старшие классы, В каком классе мальчики к тебе приходили, ты рассказывала? наверное, 6-7 точно. Ага, и что они говорили тебе? Что спрашивали? Тебя вызывали, да, они? Да, вызывали. Маш, давай поиграем в города. Они мне говорили, ну, Астрахань. Потом я говорила, набережные Челны. И все. На этом ты их ловила. игра Да. завершилась, да? Маша, какие подарки ты получила? Я получила рюкзак с конфетами, плюшевую собачку, медальку и цветы. А конфеты вкусными были? Очень. А много конфет было? Я смотрю, рюкзак у тебя большой достаточно. Он был набит конфетами, да? Половину. Половину? Половину. И ты все одна съела? Или угостила кого-то? Гостила? Мама с бабулей и с дедулей, наверное, угостила, да? Я эту собачку назвала Альма. И мне очень она нравится. Когда мне скучно, я всегда ее беру на руки и качаю ее в своих руках. Спасибо, что меня ты туда прям приняла. Прям от тебя я это все смогла сделать. Спасибо. Я тебя очень люблю. Ты для меня очень дорога. Конечно, мы вкладываем в своих детей в свою, скажем, любовь, талант. Мне кажется, знаете, все дети талантливы. Просто нужно родителям это увидеть и как бы помочь деткам. Помочь выйти, выбраться. Может быть, не обязательно на Первый канал. Это просто реализоваться в жизни. Все, плакать не надо. Я тебя люблю, моя хорошая.